Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. В Сирии, возможно, снова применено химическое оружие. После российского авиаудара по месту падения сбитого вертолета неизвестные самолеты ночью раскидали контейнеры с отравляющими веществами над соседним городом Сиракип. 33 пострадавших. Таджикских журналистов ждут крупные штрафы за использование в речи нетаджикских слов. Также наказывать будут за ошибки и неправильное ударение в родном языке. Хотя после реформы таджикского языка правильно пользоваться им в республике умеют единицы. Мы уже объявили, что постепенно начнем штрафовать корреспондентов, работников радио и телевидения. Жители Туркменистана массово скупают стремительно дорожающие продукты. Однако президент пока не в курсе скачка цен. Перед ним ежедневно разыгрываются костюмированные шоу, демонстрирующие изобилие. Российская олимпийская сборная продолжает сокращаться уже даже после отъезда на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. За допинг дисквалифицированы все 11 штангистов. Они едут домой. Но всю команду России все же отстранять не будут. Вы не можете лишить любого человека, не только спортсмена, права доказать свою невиновность. В Грузии эпидемия ранних браков. 13-14-летние девочки вынуждены идти замуж против своей воли. Это в основном происходит в районах, населенных этническими азербайджанцами. В Коране говорится, что девушка должна выходить замуж, как только созреет. Срочное сообщение из Сирии. Там, возможно, снова было применено химическое оружие. Как утверждают активисты сирийской организации Civil Defense, неизвестные самолеты разбросали над городом Сиракип, в окрестностях которого накануне был сбит российский вертолет Ми-8, бочки с отравляющими веществами. Контейнеры разбрасывали ночью, а перед этим был нанесен ракетный удар по месту падения вертолета ВВС России. Как утверждается, от действия некоего нервно-паралитического газа в Сиракипе пострадали 33 человека. Местные спасательные службы и медики подключают всех отравившихся к кислороду. О погибших пока сведений нет. Город Сиракип находится под контролем боевиков террористической группировки Джабхат ан-Нусра. Проверить достоверность информации о химической атаке будет трудно. А это, собственно, кадры авиаудара по месту падения российского вертолета. По мнению некоторых военных экспертов, возможно, речь не идет о химическом оружии массового поражения, а сам авиаудар и ночное применение нервно-паралитического газа – это часть операции по эвакуации тел российских военных, попавших в руки боевиков. Никакой реакции на сообщение о применении химического оружия от российского Министерства обороны пока не было. Российские военные утверждают, что вертолеты их ВВС сейчас заняты доставкой гуманитарных грузов в Алеппо, а вся боевая авиация сосредоточена на том, чтобы не дать террористам прорвать кольцо вокруг города. Гуманитарная помощь оказывается как гражданам, выходящим по организованным гуманитарным коридорам, так и жителям, пожелавшим остаться в своих домах. Для них в восточные районы Алеппо с воздуха осуществляется десантирование продовольствия, медикаментов и предметов ухода за детьми и тяжело больными. Авиация ВКС России оказывает активную поддержку правительственным войскам по отражению атак противника, нанося избирательные удары по позициям боевиков. При этом хочу отметить, что в отличие от антитеррористической коалиции, возглавляемой США, действующей в районе Мембиджи, мы делаем все для того, чтобы не пострадало мирное население, и не назначаем цели для авиационных ударов в городской черте. Между тем, оказавшиеся в окружении боевики и их сторонники за пределами блокадного кольца не оставляют попыток прорвать блокаду войск Башара Асада на юго-востоке Алеппо. Ожесточенные бои идут и днем, и ночью. Так выглядит небо над Алеппо днем. Антиправительственные повстанцы подожгли тысячи покрышек, чтобы из-за дыма пилоты российских и сирийских ВВС не видели, как перемещаются по улицам отряды боевиков. Полевые командиры Джабхат ан-Нусра утверждают, что до прорыва кольца окружения им осталось всего 2 километра, а несколько сотен метров отделяют их передовые отряды от крупнейшей артиллерийской базы армии Башара Асада. Тем временем американская администрация потребовала от России не допустить штурма Алеппо. Госсекретарь США Джон Керри в очередной раз заявил, что российский гуманитарный план по выводу населения восточного Алеппо из города очень напоминает подготовку к последнему штурму.
Очень важно, чтобы Россия сама проявила сдержанность и призвала правительство Асада воздержаться от наступательных операций. Также наша обязанность сделать так, чтобы оппозиция воздержалась от участия в таких операциях. Властям Казахстана удалось взять под свой контроль ситуацию в южном регионе. Напомним, там уже несколько дней продолжаются столкновения между местными жителями, которые сопровождаются погромами и массовыми драками. Поводом стало якобы изнасилование 8-летней девочки несовершеннолетним подростком. Медики установили, что девочка не подверглась никаким действиям сексуального характера. С таким же заявлением выступил ее отец. Однако среди местных жителей усиленно распространялись слухи, что произошло зверское изнасилование. За этим последовали ночные погромы. По неофициальной информации, в них участвовали сотни местных молодых людей. Они громили дворы, поджигали дома, магазины и автомобили в селах Сейфулино и Дихан. Добавим, что в этом округе примерно 7-8% населения составляют этнические таджики. И по неофициальной, опять же, информации, драки происходят между таджиками и местным казахским населением. Вот что рассказала нам о ситуации журналист Динара Бекбулаева, которая находится на месте событий. После 3 ночи произошли погромы в поселке Дихан. Там группа мужчин подожгла 2 постройки и сгорела заодно автомашина. Также зачинщики погромов пытались поджечь магазин местного жителя, но в этот момент их задержали. Также около 50 человек пытались войти в поселок Сейфулино, но так как поселок оцепленный, их не пустили. За 2 дня были задержаны 72 человека. В отношении них, скорее всего, будут возбуждены уголовные дела по статье хулиганства. Сейчас в поселке находятся не только аким и его заместители, есть даже представители МВД Республики Казахстан, сотрудники КНБ, а также Национальная гвардия. На данный момент, по неофициальным данным, в районе находится около 1500 человек, сотрудников силовых структур. Таджикским журналистам запретили использовать иностранные слова. Комитет по языку и терминологии при правительстве республики заявил, что теперь будет штрафовать СМИ, которые нарушают нормы таджикского языка и используют заимствованные слова. Наш корреспондент Анушервон Арипов узнавал, зачем вводят новые правила для прессы и не являются ли они желанием установить над ней контроль. Журналисты стали часто употреблять незнакомые слова. Есть случаи, когда некоторые журналисты в день употребляют в своих материалах до 10 таких слов. Они же непонятны простому читателю, зрителю, слушателю. При этом грубо нарушаются нормы государственного языка. Таджикские чиновники начали борьбу с журналистами, дикторами и ведущими радиопрограмм, которые используют заимствованные из арабского, русского и фарси слова и обороты, неправильно составляют предложения и ставят неверные ударения. Сегодня в составе Комитета по языку и терминологии уже созданы специальные группы, которые будут прослушивать радиопрограммы, просматривать телепередачи, читать газеты, чтобы выявить нарушителей. Мы уже объявили, что постепенно начнем штрафовать корреспондентов, работников радио и телевидения. К журналистам, нарушающим нормы языка, применят административное наказание. Штраф на сумму от 70 до 150 долларов в национальной валюте за каждый факт. По словам некоторых сотрудников государственных телеканалов, это половина их зарплаты. Компании, чьи корреспонденты нарушили правила, будут оштрафованы на 150-300 долларов. Некоторые носители языка не понимают язык прессы. Это не вина журналистов, а беда нашего общества, потому что преподавание таджикского языка осуществляется не на должном уровне, чтобы все знали таджикский язык как государственный. Не нарушать нормы таджикского языка, по словам журналистов и экспертов, практически невозможно. За последние годы было введено немало изменений в правилах правописания. Удалены некоторые буквы и заменены сотни заимствованных слов на таджикские аналоги. Корреспонденты и редакторы просто не успевают уследить за всем. Возможно, штрафы приведут к тому, что специалисты будут просто уходить с работы, чтобы не платить. Любые административные меры, они чреваты последствиями в таком плане, что они могут быть использованы как рычаг давления на свободу журналистов. Кто знает, что комиссия, которая будет работать, преследует такие благие намерения, как выполнение
нормы государственного языка. Это не первый случай, когда власти пытаются ограничить деятельность СМИ. Так, для получения официальной информации из министерств и ведомств необходим письменный запрос, ответ на который приходит тогда, когда он уже не нужен. Неформальная цензура, не прописанная в законе, ограничивает доступ журналистов ко многим темам, особенно затрагивающим деятельность силовых структур и правоохранительных органов. Анушер Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Жители Туркменистана начали запасаться продуктами длительного хранения. В основном это сахар, растительное масло и мука, сообщает портал «Хроника Туркменистана». Причиной стало резкое повышение цен на продукты питания и отсутствие и задержка зарплаты у госслужащих. Причину подорожания люди также видят в прекращении свободной конвертации валюты в стране. Предприниматели, не имея долларов, потеряли возможность ввозить импортные товары и продукты. Тем временем президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, похоже, пребывает в счастливом неведении о скачке цен. Ему ежедневно демонстрируют изобилие продуктов и счастливую жизнь его подданных. Недавно глава республики побывал на очередном открытии нового села в Лебабской области. Ему организовали роскошную встречу с театрализованным представлением, провели по новым улицам и показали полные товаров рынки. Но сразу же после его отъезда село и рынок опустели. Название села стерли, флаги и ковры исчезли, а в дома никто так и не заселился. Между тем, государственные СМИ Туркменистана значительную часть своего эфира стали посвящать талантам президентских внуков. Вместе со своим дедушкой-музыкантом и поэтом внуки записывают песни, посещают торговые центры и конезаводы. Одна из песен называется «Ты в моем сердце», которая была написана Бердымухамедовым еще в юношеские годы. Также сообщается, что внуки помогают президенту работать над его книгами, в частности, над последней книгой «Лекарственные растения Туркменистана». Далее в программе. Российская олимпийская сборная продолжает сокращаться уже даже после отъезда на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. За допинг дисквалифицированы все 11 штангистов. Они едут домой. Но всю команду России все же отстранять не будут. Вы не можете лишить любого человека, не только спортсмена, права доказать свою невиновность. В Грузии эпидемия ранних браков. 13-14-летние девочки вынуждены идти замуж против своей воли. Это в основном происходит в районах, населенных этническими азербайджанцами. В Коране говорится, что девушка должна выходить замуж, как только созреет. На востоке Украины резко обострилась обстановка. Вдоль всей линии разграничения между украинской армией и отрядами донецких сепаратистов идут непрекращающиеся артиллерийские дуэли и даже бои. Как сообщают наши источники, огонь из разных видов оружия ведется практически по всей линии фронта. Украинские военные заявляют, что им удалось отбить атаку большой диверсионной группы сепаратистов в районе донецкого города Марьинка. В свою очередь, со стороны сепаратистов звучат заявления о сотнях артиллерийских обстрелов Донецка и его пригородов. Сообщается о жертвах среди мирного населения. Такой вчера был удар, 4 штуки. Я с кровати упала, стекла вот так вот дребезжали. Начала падать, мы выскочили сына искать. 4-е попадание было наше. Потом муж забегает в коридоре, я к нему выскочила в коридор, говорит, я не могу его найти, там падает. И накрыла полностью нас. Факты нарушения режима прекращения огня зафиксированы специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. На опубликованной наблюдателями видеозаписи видны взрывы, по большей части на украинской стороне. Зафиксированные обстрелы происходят недалеко от населенного пункта Авдеевка, а также около поселка Спартак. Недалеко от поселка находится взлетная полоса Донецкого аэропорта, а также шахта Бутовка-Донецкая, которые являются одним из центров обороны украинских военных. Те, кто путешествует международной трассой между Львовом и Киевом, в последнее время видят странное циклопическое сооружение над трассой. Многие воспринимают его как объект современного искусства. На самом деле это все, что осталось от огромного памятника бойцам Первой конной армии, так называемым буденовцам. Но грандиозный памятник снесли вовсе не по идеологическим мотивам. Тонны медной обшивки, оставшиеся от советского памятника, попросту разворовали. Ирина Сандуляк о судьбе советского монументального искусства на Украине. Вот, собственно, и все, что осталось от монумента буденовцам на Львовщине, уникального и новаторского в советский период, идеологически чужого в независимой Украине.
Но при этом памятник не декоммунизировали, его просто разворовали, методично в течение нескольких лет разрезая медные фигуры на фрагменты. Прежде чем стать постапокалиптическими персонажами, две лошади со всадниками перепрыгивали международную трассу ЧОП-Киев-Москва. Массивную скульптуру размером с перевернутую на бок девятиэтажку надежно закрепили в склоне над дорогой. Для этого холм буквально накачали бетоном. Памятник этот строил Киев, Украинская Советская Социалистическая Республика. И никто не думал, что когда-то эта страна перестанет существовать. Такие памятники не передавали на баланс. Они не имели эффективного владельца, можно так сказать. И когда Советский Союз развалился и УССР перестало существовать, большинство памятников советского времени стали ничейными. А точнее бесхозным. Именно такой статус уже полуразрушенный памятник получил от местных властей. Это значило, надо еще год подождать, вдруг все-таки появится владелец. Единственный претендент на звание нового хозяина, Кутевский сельсовет, даже объявление в газете размещал. Никто не отозвался. Все это время некому было заявление в полицию писать о распиливании памятника на металлолом. От памятника тем временем осталась рука до копыта. В августе ждут решения суда, который должен окончательно утвердить Кутевский сельсовет единственным владельцем остатков монумента. Сельский глава откровенен. После этого остатки конструкции разрежут на металлолом, чтобы возместить расходы на демонтаж. Не надо этого делать, говорит скульптор Олег Капустяк. Я бы это консервировал. Эта вещь сейчас получит новую жизнь. Даже вот этот оборванец, это уже как культурный шар, хотя и с осадками вандализма. В советских памятниках в первую очередь видят идеологию, хотя многие из них созданы в мастерских именитых скульпторов и могли бы стать прекрасной иллюстрацией для рассказов о советском прошлом в музее тоталитаризма, например. Но такого в Украине нет. Ирина Сандуляк, Олег Шмидт. Настоящее время. Украина. Российская олимпийская сборная продолжает нести потери из-за допингового скандала уже после того, как спортсмены прибыли в Рио-де-Жанейро для участия в Олимпиаде. Как сообщают практически все мировые СМИ, от соревнований отстранена вся сборная России по тяжелой атлетике – 11 человек. Их уличили в употреблении допинга на прошлой Олимпиаде в Лондоне. Не исключено, что сборная, потерявшая почти 150 спортсменов от своего первоначального состава, до старта Олимпийских игр лишится еще нескольких десятков человек, которые вынуждены будут ехать домой. Между тем, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с неожиданной поддержкой российских олимпийцев. Он ответил на требование 17 европейских стран все-таки снять с игр сборную России, запятнавшую себя в допинговом скандале. По мнению Баха, честные спортсмены не должны нести ответственность за преступления, которые совершают их правительства. Вы не можете лишить любого человека, не только спортсмена, права доказать свою невиновность. И в этом разница с докладом Макларена. Его задача была, как он ее объяснил, в том, чтобы выявить систему. И он это сделал, и сделал это очень шокирующим образом. Теперь мы должны решить, что эта система значит для каждого человека и насколько мы можем персонально наказывать человека за ошибки и манипуляции его правительства. Российские чиновники, которых сегодня весь спортивный мир считает причастными к созданию государственной системы допинга в России, оптимистично смотрят на шансы своих олимпийцев. Надеюсь и рассчитываю, что сегодня-завтра все формальности по допуску команды будут завершены. И команда, в общем-то, с этого нервозного состояния допустит, не допустит перейдет уже в рабочее состояние и начнутся соревнования. Надеюсь, что ребята возьмут себя в руки и начнут серьезно готовиться. Наша поддержка им абсолютно гарантирована. И это, вы должны понимать, что работает штаб, всем они там обеспечены, поддержка страны гарантирована. Это самое главное. В Беларуси вступил в силу так называемый закон о тунеядстве, согласно которому безработные обязаны соглашаться на любую работу, которую предлагает государство. Местная служба занятости, где на учете состоят тысячи безработных, теперь вынуждены ежедневно изобретать для своих подопечных обязательные занятия. Например, топтание земли. Об этом белорусскому сайту udf.by рассказал один из местных безработных по имени Влад из Березовского района. Он и еще несколько таких же безработных вместо посадки голубики, как им и обещали, не переставая без перерыва топтали землю в течение 5 часов. Делали они это бесплатно.
В хозяйстве объяснили, что в теплицу специальная техника проехать не может, поэтому самым подходящим инструментом для утрамбовки земли оказались человеческие ноги. При отказе, по словам безработного Влада, ему пригрозили наказанием. В самой службе заявляют, что никаких жалоб на бессмысленную работу к ним не поступают. В Грузии ежегодно сотни несовершеннолетних девушек выдаются замуж против своей воли. Об этом заявляют грузинские правозащитники. Они обратились в Министерство внутренних дел с требованием принять меры по предотвращению этих противозаконных браков. В основном они распространены, как заявляют правозащитники, в регионе Квемо-Картли на востоке Грузии, где компактно проживают этнические азербайджанцы. Съемочная группа «Настоящего времени» побывала в ряде сел этого региона и узнала, как к ранним бракам относятся местные жители. Февраль 2016 года. Родственники семьи Байрамовых перекрывают дорогу на выезде из Тбилиси и врываются в отделение полиции. Таким образом, Байрамовы пытались привлечь внимание властей к своей проблеме. Некий молодой человек, желая создать семью, похитил их 17-летнюю дочь. До свадьбы, впрочем, дело не дошло. Полиция задержала похитителя, а несовершеннолетнюю школьницу вернули родителям. Это далеко не первый случай, когда родители похищенных девушек обращаются за помощью в правоохранительные структуры. Но еще чаще полиция не узнает о подобных фактах, рассказывает директор азербайджанской средней школы в селе Гета Фарамаз Джаливов. Родители либо самостоятельно разбираются с похитителем и возвращают свою дочь домой, либо одобряют брак. С мнением девушки не всегда считаются. Еще несколько лет назад в старших классах девочек почти не оставалось. Их выдавали замуж до окончания школы. Я старался донести до родителей, что не стоит лишать дочерей образования и запирать в доме с детьми и мужем. Как бы то ни было, результат есть. В этом году у нас 11 выпускников, из них 6 девочки. В этом году в селе Гета только одна несовершеннолетняя девушка была выдана замуж. Родители довольны судьбой дочери. Но что на этот счет думает сама новоиспеченная жена, неизвестно. Джаливов категорически отказывается называть ее фамилию и адрес. Браки с участием несовершеннолетних, то есть до 18 лет, в Грузии преследуются по закону. Житель села Хидискури Бахрам Мехти вспоминает, что ни на минуту не спускал глаз со своих дочерей. Спокойно вздохнул лишь тогда, когда они выросли и обзавелись семьями. Сейчас Бахрам уже нянчит внуков и говорит, что семьям, в которых подрастают девушки, и сейчас есть чего опасаться. Раньше здесь запросто могли украсть девушку в возрасте 12-13 лет. А ведь это еще ребенок. Такие браки зачастую плохо заканчивались. Пары разводились, жены сбегали, причем будучи уже матерями. Насильно мил не будешь. В последние годы таких случаев значительно меньше. Но нет-нет, да бывает. На сокращение числа ранних браков влияет и политика местного духовенства. Ахунд мечети имени имама Али в городе Марнеуле Гаджи Гаджиев учит, что кража девушки – это грех, а ранний брак не способствует созданию здоровой семьи. В Коране говорится, что девушка должна выходить замуж, как только созреет. Каждый эти слова трактует по-своему, но многие исламские ученые считают, что девушку надо выдавать замуж после того, как ей исполнится 18. Когда молодые люди приходят ко мне за благословением, то я в первую очередь спрашиваю, согласна ли сама девушка. Затем связываюсь с родителями молодых, чтобы удостовериться, что и они не против брака. Тем не менее, проблема ранних браков в регионе Квемо-Картли выражена все еще остро, считает в грузинской неправительственной организации «Движение женщин». Они призывают власти вмешаться в ситуацию. Мы требуем встречи с главой МВД, где намерены поделиться нашими взглядами по поводу конкретных реформ, которые не были проведены, но которые могут помочь исправить ситуацию. Речь идет в том числе о создании механизма превенции ранних браков, а также о формировании специального отдела при МВД, который будет бороться с преступлениями на гендерной почве. Какой-либо статистики по ранним бракам в Грузии не существует, однако известно, что только в 2015 году по причине замужества учебу приостановили 575 школьниц. Ранние браки, между тем, нельзя назвать проблемой одного региона. Подобные случаи происходят и в высокогорных населенных пунктах страны. Звятым Чедришвили, Давид Симонишвили, специально для настоящего времени, Грузия, Квемо-Картли. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.